فاق النبيين جودا طه رسول الله وحاز حسن المزايا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Дорогие братья, сегодняшнюю проповедь хочу сделать про щедрость. Щедрость – один из качеств искренне верующего человека. Мы знаем, наш любимый пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассаляма, был самый щедрейший среди людей. И особенно он был сильнее щедрым в месяц Рамадан, когда наступал месяц Рамадан. Чем вот такой отпущенный сильный ветер, чем это сильнее, говорит, был пророк, алейхиссалату вассалам, щедрым в месяц Рамадан. Дорогие братья, почему я говорю это качество искренне верующих людей? Потому что тот, кто верит в Аллаха, верит в пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассаляма, верит в ниспосланную к нему в книгу Коран, верит в судный день, в рай, в ад, верит в кадар Аллаха. И когда Аллах вот такого верующего человека призывает расходовать на его пути и обещает ему Аллаху Та'аля многократно увеличить ему в этом свете тоже, не говоря, что его ожидает на том свете, то этот верующий человек не может поверить обещанию сатаны, оставляя уверование в обещание Всевышнего Аллаха, который ему это обещает. Аллаху Та'аля обещает нам, если мы что-то сделаем доброе, будем расходовать на его пути тот имущество, которое Аллах Та'аля нам наделил, Аллах нам обещает, что Он нам возместит и многократно увеличит тоже. А шайтан, сатана, враг инсана, враг человека и человечества, он обещает нам вот своим наущением, что если ты вот это расходовать будешь, у тебя же имущество же уменьшится. Вот то, что ты хотел купить, ты же не сможешь купить, если вот такими темпами будешь на пути Аллаха расходовать. Или там и другое, и другое. Шайтан вот так всегда пугает и отпугивает от благодеяний. А Аллах нам обещает свою милость. Мы знаем один из имен Всевышнего Аллаха, что Он Аль-Карим, щедрейший. И поэтому искренне верующий человек, когда призывает его Аллах, или же его посланник Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, к расходованию на его пути, ради довольствия Всевышнего Аллаха, он не сдерживается. Аллаху Та'аля каждый день установил таких ангелов, которые просят следующий дуа. Они постоянно вот это произносят и говорят: Аллахумма а'ти мунфикан халафан, ва а'ти мумсикан талафан, говорят. О Аллах, просят: я Аллах, тот человек, который на твоем пути расходует свое имущество ради твоего довольствия, о Аллах, возмести ему, говорит. И Аллах возмещает многократно то, что ты расходовал на этом свете, и на том свете еще больше. И дальше говорят: «Ва'ати мумсикан талафан», а тот, который жадничает, проявляет скупость, уверует или следует наущению шайтана, обещанию шайтана, и не уверует в твое обещание, о Аллах, этому человеку дай, чтобы он потерял свое имущество, говорит. Талаф, чтобы испортилось, чтобы он потерял свое имущество. Вот такой дуа делают. В книгах приводится, что тот дуа, который делают ангелы, это принимается, говорится, дорогие братья. И поэтому мы видим, и я вижу многих, и вы тоже, которых знаете, видите таких людей, мусульманин и должен быть наблюдательным.
Сколько есть таких людей, которые сами не знают, сколько они зарабатывают, до такой степени много, и у них и не знают также, куда их деньги уходят. Видишь, таких людей, мы встречали, к нам обращались, такие, говорят, в месяц 50 тысяч я зарабатываю, говорит. И это ему не хватает. И не знаю, куда уходит, говорит. А там другой человек есть, который 10 тысяч зарабатывает, и он в достатке тоже. Аллах не спосылает баракат, куда Аллах сам пожелает. Может, человеку еще больше миллиона у него будет, и он будет не в достатке тоже. Другой, может быть, Аллах Та'ала дал ему, и ему достаток тоже дал. Зарабатываешь деньги, на здоровье тратишь, на здоровье свое, на свое здоровье, на здоровье своих детей, семьи своей, на другие проблемы. Аллах Та'ала не посылает тебе притеснителей, которые притесняют тебя. Аллах же их посылает тебе. И они забирают твое имущество. И ты думаешь, а вот чтобы это дело делать, нужно мне столько платить, и ты платишь туда. Аллах тебе их посылает. Аллах, когда какой-то человек зулму делает, когда он притесняет, Аллах ему более, который сильнее притеснителя, Аллах ему посылает. Верующий человек не должен на поверхностном таким быть. Он должен знать, что за этим стоит. Почему это мне так? Вот так должен мусульманин одуматься в каждом деле. Приведу, дорогие братья, в Коране Суратуль Калам. В Суратуль Каламе Аллах Та'ала рассказывает историю хозяев одного сада, которые были еще до ислама, которые жили в Йемене. Пустынная местность. Чтобы там в пустыне у человека был сад, цветущий, хороший сад, который дает плоды, чтобы там была вода, речка, чтобы протекала между ними. Это очень даже состоятельный, очень хорошем положении этот человек. Вот Аллаху Та'ала одному человеку из Йемена, Аллах ему наделил в таком месте двумя садами. Виноградные сады у него были. Вокруг этих виноградных садов росли у него такие плодонесущие, такие хорошие деревья, финиковые деревья. Между виноградными деревьями тоже он сажал овощи, росли. Вот таких у него два таких сада было, а между двумя садами текла такая хорошая речка. Что может быть лучше этого в пустыне? Такой зеленый, цветущий такой сад. Хозяин этого сада был очень праведным, искренне верующим, проявляющий шукру Всевышнему Аллаху, таким рабом Аллаха был. Да наделит Аллах нас таким же крепким иманом. И этот человек выплачивал обязательно на нем закат, который он должен был выплатить. Помогал нуждающимся и бедным. Когда его саду поспевали плоды, он сам не собирал сразу же. Он приглашал, когда уже поспевал его сад, приглашал факиров, мискинов. И вот такой у него адат, обычай был такой. Если ветер дул из-за ветра, если какие-то плоды упали из деревьев или откуда-то, или из кустарников, он это не собирал. Говорил это факирам и мискинам. Говорил им, возьмите вот все, что падает из деревьев или же из кустарников. Это ваше, говорил. Также, например, когда собирал финики, там, стелил какой-то определенными размерами, что-то стелил под деревом. Чтобы что-то туда попало, и также столько же, чтобы приблизительно, чтобы вне него тоже упало. И когда он шатал дерево, чтобы упали эти финики, говорил, все, что падает вне этого коврика, это все ваши факиры, мискины, забирайте, говорил. Вот такие у него обычаи были. И дополнительно, кроме этого, тоже, он сам тоже из того, что к нему попало, тоже раздавал. Вот такой щедрый, праведный человек был этот человек, о котором Аллах Та'ала рассказывает в этом сурате, Суратуль Калам, начиная с 17 аята по 33 аята в этом сурате.
Рассказывает Аллах про этого человека и про его детей, которые после его смерти наследовали эти сады. Его дети, как-то они поддались наущению шайтана после смерти отца. Один другому сказал: вот сколько мы сами, говорит, работаем, поливаем эту землю, охраняем эту землю, бережем, трудимся на этой земле, а потом, когда все это поспевает, мы делимся этим всем с мискинами, факирами, сказали. Зачем мы так должны? Может, себе оставим, это тоже говорит. У нас и такие-то расходы есть. Вот эти расходы покроем той частью, которую наш отец выплачивал беднякам, нуждающимся, сказали. Там одни сказали: да, на самом деле, если сохраним это тоже, которое мы им даем, мы же еще больше можем улучшить свое состояние. Человек ненасытный, дорогие братья. Человек ненасытный, хоть ему ты миллиарды дашь, он еще вторые миллиарды захочет. Такой человек, ему 10 тысяч, он 20 захочет, 20 дашь, 40 захочет, и еще больше. Вот такой человек. Если мы своему нафсу не скажем: эй, нафс, хватит. Вот так, если ты не скажешь, нафс, и тогда тоже он с тобой будет бороться до конца жизни твоего. Но ты должен останавливать, быть хозяином своего нафса, а не рабом своего нафса. И вот так они поддались на наушению шайтана, и также наушению нафса. И решили такое решение. Сказали: завтра же, когда уже поспевают эти бедные мискины, они тоже проходили возле этого сада, привыкли каждый раз, когда поспевают, что их хозяин сада призывает, приглашает и вместе с ними собирает. И вот думает: вот сейчас он нас пригласит, вот уже поспевает, думает. Они не знали, какое намерение есть у тех наследников, которые унаследовали эти сады. Но Аллах-то знает их надежды, этих факиров, мискинов. И Аллах знает то, что таится в сердцах у всех, в том числе у этих наследников этого хозяина этого сада, что они в сердце своем, какое намерение у них держат. Они сказали: рано утром встанем, пока не расцвело, чем раньше, тем лучше, сказали. И потихоньку, чтобы нас не заметили, даже чтобы нас не услышали, когда мы ходим, говорит, по селу. Чтобы они не заметили, чтобы незаметно пойти в сад, пока не проснулись факири мискины, пока они не пришли к дворам этого сада, соберем все сами, говорит. Вот так решили. И не оставить ничего из этого сада факирам мискинам. Но один из них был среди братьев более умный. Он сказал: эй, братья, Аллах же наделил нас этим садом. Аллах наделил нашего отца тоже этим садом. Аллах дает, и Аллах забирает тоже. Давайте не сделаем так. Будем Аллаху тасбихи делать и шукру делать Аллаху. Вот так говорил один из братьев, более разумный. Но его не услышали. Скупость и жадность, наушение шайтана и нафс, то, что им велит, это одержало верх над ними. И решили они утром пойти. Мы спим, дорогие братья, эти бедные, нуждающиеся люди, больные люди, они тоже спят. Также и эти бедные тогдашние тоже они спали. С надеждой, что завтра утром пойдут и получат свою долю из того ни'мата, который Аллах даровал этим состоятельным людям и через них, которые Аллах Та'ала послал этим бедным. Они думали вот так, с этой надеждой уснули они ночью. Ночью также эти же уснули, тоже с другими намерениями, как мы узнали из Корана. Но, дорогие братья, Аллах не спит. Валим, притеснитель спит, Аллах не спит, дорогие братья. Аллах никогда не спал и не спит. Это наше свойство спать. Слабых людей, нуждающихся во всем в милости Аллаха. Они забыли, что им тоже Аллах даровал эти ни'маты. Это не их заслуга, и это не их труд. Аллах, если заберет у них этот сад, или не смошлет какую-то беду, они не смогут его уберечь от этого. Если вот эта речка, которая текла между двумя этими садами, если Аллах эту воду глубоко в землю, если заберет, он же не вытащит, не достанет эту воду. Об этом он забыл. Он подумал, что это так должно быть.
И Аллаху Та'ала, который не спит, который Аллаху Та'ала не забывающий Аллах, Аллах не спаслал туда беду в эти сады ихних. И этот сад, который зеленый, цветущий сад, с спелыми такими плодами, до утра, ночью превратился, говорит, в пепел. Черный, как мрачную ночь. В это превратился такой цветущий сад. Что Аллах послал? Аллах лучше знает, какую беду послал. Но все у них как сгоревшее было. Как можно, чтобы зеленое сгорело? Это обычно не сгорает, дорогие братья. Обычаи тоже Аллах установил. Законы на этой земле тоже Аллах установил их. И Аллах, когда хочет, меняет эти законы, которые установил обычные вещи. И обычные эти зеленые деревья лучше, чем эти сухие деревья, они будут гореть, если Аллах этого пожелает. Аллах, который создал все небеса и земли, все, что сотворенное, создал в том числе и нас, установил эти законы на этой земле, по которым эта земля идет. Аллах может менять эти законы тоже. Вот Аллах изменил. Зеленый цветущий сад превратился за одну ночь до утра в пепел, в черный, мрачный вот такой пепел, как. Но они этого не знали. Утром проснулись, сказали, будьте внимательны, сказали. Пусть никто не услышит, что вы сейчас раньше этих бедняков пошли в этот сад. Потихоньку пойдемте и соберем все, что там есть. Не оставим ничего для этих бедных, сказали. Даже вот как они это делали, Аллах рассказывает в этих аятах, чтобы долго не было, я не привожу, смысл привожу. Вы можете вернуться к этим аятам, кто этого желает. Пошли, когда они увидели свой сад, обычно по своей тропинке, когда пришли к своему саду. Они не узнали свой сад. Сказали, мы заблудились, это не наш, наверное, сад. Начали друг другу смотреть, вокруг смотреть, но быстро же опомнились, что это ихний сад. Это ихний сад. Сперва, как может быть, подумали, наш сад превратится вот такой в пепел. Потом узнали, что это ихний сад. И быстро же, в скором же времени сразу же вспомнили то, что говорил им один из их братьев. Побойтесь Аллаха, когда им говорил. Аллах вам наделяет этими ни'матами. Проявляйте шукру Всевышнему Аллаху, когда говорил им. И быстро же они раскаялись. И ихние слова Аллаху Та'ала приводит в Коране. А'уду биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим. Калу я вайлана инна кунна тагин. До этого. Калу субхана раббина инна кунна залимин. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم. Они сказали, причист Аллах от всех недостатков, которые придают ему творение Аллаха. Аллах от этих всех недостатков чистый. И они признали, поистине мы из тех людей, которые притеснили самих себя, перешли границы, которые Аллах Та'ала установил для нас, говорит. И начали они друг друга обвинять. Сказали, вот ты сказал так, вот ты говорил так. Друг другу начали упрекать. Почему они так поступили несправедливо, не проявили шукру Всевышнему Аллаху. Дальше они сказали, признались, потом в общем сказали, о горе нам, поистине мы перешли границы, которые Аллах установил. То, что Аллах обязал нам, чтобы мы выплачивали закат, чтобы заботились о бедных и нуждающих, мы это не соблюдали, как наш отец этого делал, сказали. Перешли те границы, которые Аллах нам установил. Потом они раскаялись Всевышнему Аллаху и попросили Аллаха. Мы надеемся, говорит, что Аллах нам опять, говорит, сейчас после того, как мы раскаиваемся, что Аллах нам вернет обратно, и лучше даже, чем то, что было, сказали. И мы такой надеждой к Аллаху обращаемся, раскаиваясь в своих грехах, сказали. И вот так Аллах Та'ала рассказывает про них. И вот один из табиинов, которого звали Муджахид, радийаллаху анху, в комментарии этого аята дальше говорит в тафсирах, что Аллах наделил их на самом деле, после того, как они исправились, лучше, чем эти два сада, тоже говорит.
и они стали праведными рабами Аллаха Всевышнего. Дорогие братья, хочу напомнить другой аят Всевышнего Аллаха, в котором Аллах говорит: «Аузу биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим, ла ин шакартум ла азиданнакум», говорит Аллах. Садак Аллахул азим. Поистине, если вы будете проявлять шукру тем ни'матам, тем благом, которыми я вас наделил, Аллах говорит: я вам увеличу те ни'мат, которые я вам даровал, говорит. Не то, что сохранит, Аллах увеличит эти ни'маты. Аллах, если обещает, дорогие братья, нету ему, который может препятствовать его исполнению его обещания. Аллах, когда обещает, Аллах сдерживает свое обещание, дорогие братья. Не то, что другие творения. Тем более шайтан. Шайтан никогда не сдерживал свое обещание. Шайтан враг человека. Шайтан может человеку советовать и наушать только то, что ему может принести ущерб. То, что его может сделать его несчастным в обоих мирах. Аллах, чтобы мы не поверили наушениям шайтана, Аллах нам напоминает в Коране, говорит об этом шайтане. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим. Инна шайтана лакум адувун, фаттахизуху адува, говорит. Поистине шайтан для вас является врагом вашим, говорит. Так держите же этого шайтана себе врагом, говорит. Разве человек, умный, благоразумный человек, доверяет своему врагу? Разве враг будет тебе желать добра? Нет, дорогие братья. Тем более это шайтан, известный своим этим качеством. Дай Аллах нам тауфик, чтобы мы были из числа тех, которые уверуют в обещание Аллаха, а не следуют за наушением шайтана. В книгах говорится, исходя вот из этих аятов, других хадисов, исходя всего этого, ученые говорят: «Аш-шукру кайдуль мауджуди, васайдуль мафкуди», говорят. Шукру, человек, если проявляет шукру Аллаху за какой-то ни'мат, это является, это его действие шукру кайдуль мауджуд, то есть бережет тот ни'мат, который Аллах тебе даровал. Его бережет, говорит, сохраняет у тебя. И то, что нету, другие ни'маты тоже к себе притягивает, говорит, увеличение этих ни'матов. Как Аллах об этом в Коране говорил. А если закат человек не выплачивает, закат же это обязательно, садака это желательно в любом случае. Закат это обязательно, дорогие братья. Закат это доля, которую Аллах установил в твоем имуществе, когда Аллах тебя наделяет определенным богатством, которое называется нисаб, когда достигает до этого нисаба. И Аллах, когда этот ни'мат, который тебе Аллах даровал, этот благо, этот имущество, у тебя хранит еще его целый год, без уменьшения. Из 40 частей одну часть, из 40% 1%. Аллах сказал: это передай нуждающимся, бедным моим рабам, говорит. 39% это тебе оставь, говорит Аллах. 1% из того, что я тебе наделил, это передай нуждающимся, говорит Аллах. И какой же человек скупой должен быть? Аллах, когда ему говорит: 39 частей оставь себе, одну часть раздай нуждающимся, больным, бедным, в недостатках которых живут моим рабам, говорит. Через тебя Аллах передает им. И это тоже, когда человек бережет. Не это тоже, этого тоже, когда лишает, какой же это глупый человек тоже. Аллах наделил тебе этим 40 частями всеми. Он же может забрать у тебя его. И Аллах рано или поздно и забирает тоже. Или само количество этого имущества забирает, или же тебя забирает из этого имущества. Ты покинешь этот мир и оставишь все это. В больших случаях даже так тоже бывает. Он из того имущества, которое не выплачивается закат, сам не берет пользу, этот человек. У него столько бед выходит, у него разные. В его здоровье, здоровье его близких. Там другие расходы, которые непредвиденные расходы у него выходят. Не то, что он из 40 частей одну часть он теряет. Он больше теряет. За что? За то, что вот это одну часть из 40 за то, что не выплатил. Поэтому тот невыплаченный часть заката, который ты в своем имуществе, в своем сейфе или где-то хранишь и лишаешь этого бедным, нуждающихся людей, ты знай, вот эта часть, это сильнее, чем магнит к себе притягивает эти бала, все эти беды разные. Непредвиденные беды притягивает к себе, чем магнит сильнее, когда притягивает какое-то железо.
Умный человек, дорогие братья, как вот эти потомки и наследники этого хозяина этого сада, как они быстро опомнились, когда послал им какую-то беду Аллах. Умный человек вот так должен опомниться, когда какая-то беда идет, он должен знать, кто хозяин в этом вселенном, кто посылает эти беды, кто посылает эти ни'маты. И быстро же к нему вернуться, к нему раскаиваться, к нему возвращаться нужно, у него просить надо. Вот этому человек благоразумный возвращается, дорогие братья. Как вот эти вернулись. И Аллах, когда человек раскаивается, Аллах обратно тоже посылает тоже, когда шукр начинает делать. А глупый человек что говорит, если вот в ихнем случае, которым Аллах Та'ала рассказывает в этом Коране, 29 джузе суратуль Калам, который рассказывал их историю, если там глупый человек был бы, или атеист, или же материалист, который только в материальное верит, он сказал бы, это натуральные какие-то там, как говорят, катастрофы, как катаклизмы сказали бы, катастрофа, там, сказал бы, молния, что-то, туда ссылался. Эй, человек, умный человек, молнии кто отправляет? Катастрофами, кто хозяин этих катастроф или катаклизмов? Аллах, дорогие братья. Он создал эту вселенную, в том числе и нас, установил все эти законы. Куда хочет Аллах Та'ала, как хочет, куда хочет направлять все это. Потому что все это является джунд мин джунудиллах, как говорится. Вама я'ляму, Аллах говорит в Коране, а'удhu билляхи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим. Вама я'ляму джунуда раббика илляху, говорится. Садак Аллаху аль-азим. И не знает, сколько у Аллаха армии, кроме как самого Аллаха. Эти молнии, эти цунами и другие беды, это все войско из войск Всевышнего Аллаха, которых Аллах Та'ала посылает куда хочет и направляет куда хочет. Дай Аллах, дорогие братья, мне и вам, и всем мусульманам тауфик искренне уверовать во Всевышнего Аллаха, быть рабами Всевышнего Аллаха, а не рабами своего нафса, шайтана или тем более какого-нибудь ничтожного какого-то другого творения. Дай Аллах нам такой разум в этот благословенный, баракатный, священный месяц Рамадан воспитать свой нафс и вернуться к Всевышнему Аллаху. Аллах же желает этого, дорогие братья, желает нам простить, желает Аллаху Та'ала помиловать нас. Так будем умными людьми, которые говорят Аллаху: о Аллах, мы хотим Твоего милости. Когда тем более Аллах говорит: я хочу вам наделить своей милостью. Нет ли кто желает этого, когда Аллах обращается? Дай Аллах, чтобы Аллах нас всех простил, и всех нас, и всех мусульман тоже, дорогие братья, и чтобы помиловал, и чтобы Аллах Та'ала нас уберег от своего ада, и ввел нас, и вводил всех нас в обширные его Джаннатуль Фирдаус, возле его пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Вассаламу алейкум, вальхамдулиллахи раббил аламин.